Жабранымза вёхур запсны мҩаԥысит аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа. Ҳтәыла аҩныҵҟашәа иҩынҩажәи жәаҩа алхырҭатә ҭыԥқәа аус руан, еиҭаҩба Москвеи Черкески. Аԥсны ахадарахьы кандидатцәас иқәгылан Адгәыр Арӡынба, Роберт Аршба, Бадра Гәынба, Олег Барцыц, Адгәыр Хәырхәмал. Алхрақәа заатәи рылҵшәақәа рылахынҩажәижәаба процент ауаа рхы аладырхәит абжьыҭара. Хыԥхьаӡарала иаҳгозар ԥшьынҩажәи зежә нызқьҩык инарзынапшуа. Иахьа сааҭ жәаҩа рзы алхратә комиссиа ахада апресс-центраҿы ирылаҳәан алҵшәақәа. Наши кандидаты президенты, они набрали Арӡынба Адгур Амиранович набрал 36,92%. Аршба Роберт Иванович набрал 7,53%. Барцыц Олег Мсасович набрал 4,4%. Гумба Бадра Зурабович набрал 46,38%. Хурхмал Адгур Вадимович набрал почти 1%. Что касается подведения итогов предварительных, то по цифрам получается, что лидируют два кандидата. На первом месте Гумба Бадра Зурабович, который набрал 46,38%. На втором Арӡынба Адгур Амиранович, набравший 36,92%. В количестве человек, проголосовавших за Гумба Бадру Зурабовича, получается 45 817 человек проголосовало. За Арӡынба Адгура Амирановича 36 476 человек. Иахатәи ахҭысқәа ҳарзыгьежьуазар, ҩажәа сааҭ рзы алхырҭатә ҭыԥқәа рышә анадырканаҩс сааҭқәак рышьҭахьзаатәи алҵшәақәа еилкаахахьан. Убри инақәыршәаны Аԥсны ахадарахьы акандидатцәа ралхыҩцәа рахь идәылҵны ааԥхьара ҟарҵеит. Дорогие соратники, вы знаете, что непростая предвыборная кампания была. Мы достойно прошли ее. Уважая наших коллег, я благодарю тех, кто был в качестве кандидатов в президенты. Мы знаем, что в соответствии с законом два кандидата продолжают участие, но при этом хотел бы поблагодарить всех тех, кто не попал во второй тур. Считаю, что и они вели себя очень достойно. Я надеюсь, что каждый из них будет полезен для нашей страны. Спасибо им огромное. Ждем, чтобы Центральная избирательная комиссия объявила эти результаты, зафиксировала второй тур. Потом мы все расходимся по домам, отдыхаем. Завтра будут совещания уже с руководителями штаба и так далее. Продолжаем работу. Но я хочу вам еще раз сказать. Большое, огромное вам всем спасибо. Вы проявили невероятную волю. Я горжусь тем, что у нас такой народ. Я вас всех очень люблю. Мы принимаем тот результат, который есть сегодня, предварительно. Но самое главное, хочу подчеркнуть, это вам всем сказать огромное спасибо за то, что, честно вам скажу, за такое короткое время я даже сам, конечно, удивлен, что мы сегодня имеем такой результат и проделали действительно колоссальную работу. И самое главное, что мы говорили и транслировали со своих уст правду, ту ситуацию, которая у нас есть сегодня в стране. Сегодня практически у нас, можно сказать, мы подошли ко второму этапу, это второй тур в стране, то есть гонка продолжается, неочередные выборы президента продолжаются, то есть лидер у нас еще не определился. Но что хочу я для себя сказать. Вы прекрасно знаете, то есть мою позицию, то есть ни один, ни второй, я как бы не поддерживаю эти кандидатуры. Это мое мнение. Вы, конечно, безусловно, правы делать так, как вы считаете нужным. У нас, слава богу, никто не отнимал это право в нашей стране. Это на сегодняшний день вот такая ситуация. Конечно, будем самоорганизовываться и дальше будем продвигать наш новый курс. Аԥсны алхратә комиссиа апресс-центр аҿы алхрақәа рымҩасшьа дазааҭгыло Дмитрий Маршьан иазгәеиҭеит даҽа аамҭак еиԥшымкәа Москвеи Черкески абжьыҭара инеиз ауаа рхыԥхьаӡара шырацәаз. Также хотелось бы отметить, что
по городу Москва и Черкесск беспрецедентное количество наших граждан приняло участие. Вот, хотелось бы отметить количество людей, проголосовавших в столице Российской Федерации, в городе Москва. 2691 человек проголосовало. В Черкесске 1900 человек. Вот. Хотелось бы поблагодарить наших коллег из Российской Федерации, которые помогли организовать в организационном техническом плане, создали нам условия для того, чтобы Абхазская комиссия могла предоставить возможность нашим избирателям, гражданам Абхазии, проголосовать на данных участках в Москве и в Черкесске. Дмитрий Маршьан Раубаски дазааҭгылеит алхрақәа раанакыр ацәажәара зхылҿиааз Москваҟа ишьҭаз абиулетенқәа рхыԥхьаӡаратәы. Иара иазгәеиҭеит ԥшьнызк цыра шышьҭаз убарҭ рахьынтәи абжьыҭразы рхы ишадырхәаз ҩнызқь ифышә инарыцны. Иара убри алагьы абиулетен иазхаӡом ҳәа иҟаз аинформациа шҵаҵӷәыдаз. Уаҟа алхратә процесс бзианы еиҿкаан, хьаҳәа-ԥаҳәада имҩаԥысит. Решением ЦИК мы направили 4000 бюллетеней. Все, что не востребованные были бюллетени, мы вернули обратно. С самого утра большая вовлеченность была наших граждан в избирательный процесс. Хочу отметить также, что и международные наблюдатели присутствовали. Большая вовлеченность СМИ также была. Процесс избирательный был организован очень четко. Там особо хочу поблагодарить наших коллег из ЦИКа России, из Министерства внутренних дел, которые нам дали возможность таким образом организовать этот процесс. Второй тур, по предварительным данным, будет 1 марта проходить. Вот. Поэтому более точную информацию, когда Центральная избирательная комиссия примет решение, мы вам сообщим. Как вы знаете, по правилам абхазского законодательства графа «против всех» будет присутствовать и во втором туре. Вот. Правила остаются неизменные. 5 лет назад были подведены итоги. Вот. Графа «против всех», она присутствует, ее никто не убирал. Кандидат, который наберет первое место, он должен будет выиграть и кандидата, который будет на втором месте, и графу «против всех» в совокупности. То есть 50+1 от действительных бюллетеней. Еиҭашәгәалаҳаршәоит Аԥсны Ахадарахьы кандидат Бадра Гәынба изы рбжьы шарҭаз 20% инархыҳәҳәо, Адгәыр Арӡынба изы 20% инархыҳәҳәо, Роберт Аршба бжь% инеиҳаны, Олег Барцыц бжь% инреиҳаны, Адгәыр Хәырхәмал % аҟынӡа. Иазгәаҭатәуп зегьы ирҿагыланы рбжьы шарҭаз зқьи хышәҩык. Апресс-центр аҿы иқәгылеит иара убасгьы жәларбжьаратәи анаԥшцәа. Дара ирҳәеит алхрақәа рҿы аилагарақәа аҭыԥ шрымамыз. Я хочу подчеркнуть, что являюсь, конечно, человеком, который участвует и наблюдает за выборами в разных странах минувшие 30 лет, и в Европе, и не только в Европе. И могу сказать только слова самой высокой оценки о том, как были организованы выборы 2025 года в Республике Абхазия. Все действительно прошло достойно, четко, к счастью, при взаимном уважении. Я не хочу идеализировать ситуацию. Конечно, иногда в отношениях между политическими оппонентами искрило, но это никогда не выходило за рамки приличия. Более того, я хочу, Дмитрий Зурабович, высказать свое мнение, что итог вчерашнего голосования не просто отражает полярность в абхазском обществе, он во многом должен снять напряжение в обществе и настроить, я надеюсь, участников избирательного процесса во втором туре на сохранение атмосферы спокойного проведения голосования.
Апресс-конференция хыркушамтаз Дмитрий Маршан иҳәеит алхрақәа аҩбатәи аԥҟарақәа шыҟац ишаанхо атәы, алхырҭатә ҭыԥқәа рхыԥхьаӡара аҽаԥсахӡом, Аԥсны анҭыҵ Москвеи Черкескии иаартхоит. Ишәгәалаҳаршәоит апресс-центр аус шауаз хымш рыҩныҵҟа, жәабран-жәаф рзы аусура хнаркәшеит. Асмаҭ Гәниеԥҳа, Инал Ӷәынџьиа, Аԥсуа телехәаԥшра.